наш родной Якутск открывает новую страницу своей многовековой летописи. Прошедшее событие никого в этом городе не оставило равнодушным, и мы с вами всему этому свидетели. Мы много спорили, мы много доказывали друг другу преимущества того кандидата или иного кандидата. Но в результате большинство жителей нашего с вами города сделали свой выбор. И здорово, что в городе Якутске сохранились прямые выборы, потому что это истинная демократия, это истинная работа мысли, это истинное объединение энергии. И, конечно, этот выбор был очень непростой, мы с вами свидетели этому, но тем не менее выбор, который сделало большинство жителей нашего города, это очень взвешенное и разумное решение. И это победа здравого смысла над эмоциями и победа вполне в духе нашего с вами города. Города Якутска, который входит в десятку самых образованных средних городов Российской Федерации. И Якутск выбрал себе мэра под стать, с хорошим образованием, с опытом работы, владеющего самыми современными инструментами городского управления. И я бы хотела сегодня особенно подчеркнуть и чисто человеческие качества Евгения Николаевича, такие как открытость, доброта, высокая работоспособность и проверенная стойкость. Я ответственно заявляю, что в этой гонке не было проигравших, потому что победил город Якутск. Якутия претендует на лидерство и в сфере образования, лидерство в сфере информационных технологий. И, конечно, все победы нашей республики, все самое основное, рождается в городе Якутске. Почему так важен успех именно нашего с вами города? Во время предвыборных встреч я неизменно спрашивала горожан, так ли важно, член какой партии ведет автобус? Так ли важно, член какой партии запускает работу котельной? И неизменно от жителей получала один ответ. Не важно, главное, чтобы все работало, чтобы все было стабильно, чтобы все развивалось. Это касается и городского управления в том числе. Евгений Николаевич, за эту очень короткую, интенсивную выборную кампанию вы провели более 200 встреч с жителями нашего города. В этих встречах приняли участие более 15 тысяч человек, которые смогли задать вам вопросы. Я очень хочу, Евгений Николаевич, чтобы вы запомнили глаза этих людей. Потому что они поверили в вас, они голосовали за вас. Не за какую-либо партию, а именно за вас. И с сегодняшнего дня вы принадлежите не только себе, вы прежде всего принадлежите этому городу. Вам придется принимать непростые решения, вам придется брать на себя ответственность, и всегда при принятии любого решения вы должны руководствоваться законом, справедливостью и честностью. Мы с вами много об этом говорили, и позиция у нас всегда была в этом одинаковая. И я очень рада, что жители города Якутска большинством голосов выбрали человека новой формации, современного человека. И это означает, что наши с вами жители хотят конструктивных перемен без какой-либо радикальной повестки. Лично меня еще очень порадовало то, что Евгений Николаевич набрал на 4 с лишним тысячи голосов больше, чем я в 2018 году. Для меня это свидетельство того, что доверие жителей к возможности равноправного диалога с властью, горожан и мэрии, доверие к возможности такой, оно выросло. Вот это является свидетельством. И мы с вами в отдельно взятом городе Якутске построили совершенно нормальное демократическое городское сообщество. И наш с вами опыт, вот этот наш с вами опыт, он уникален и сегодня востребован по всей России. И Евгений Николаевич, давая клятву главы городского округа города Якутск, сказал о том, что это будет продолжено. Более того, я бы, конечно, хотела, чтобы вы достигли еще больших результатов, чем мы. Я поздравляю Евгения Николаевича и всех, кто его поддержал в эти дни, с успехом. Я не называю это победой,
поскольку главная победа произойдет тогда, когда все, что было сказано, все, что было обещано, будет претворено в жизнь, ибо только реальными делами можно доказать свою состоятельность. И я считаю, что вы, Евгений Николаевич, должны стать настоящим капитаном сборной города Якутска. Вы обязаны объединить всех активных, всех неравнодушных горожан для достижения поставленных целей. И при этом не оглядываться на их политические предпочтения, либо же голосование за того или иного кандидата. Мы все разные, но всех нас объединяет наш родной город. И голос каждого жителя города Якутска должен быть услышан. Городская власть, как прежде, должна понимать, что в этом городе главное – это его жители. И в особой заботе нуждаются наши дети и наши старики. Ну а горожан я призываю по-прежнему активно участвовать в жизни города, не оставаться в стороне, помогать мэру, потому что только все вместе, только сообща мы можем продвигаться дальше и развивать наш любимый город. Я всех вас поздравляю. Я желаю вам всего самого доброго. Радуйтесь каждому новому дню. Всегда мыслите позитивно, и все у нас с вами получится. Слово предоставляется главе городского округа город Якутск Евгению Николаевичу Григорьеву. Вассаулах Джукусой Кордол доктора Барджоном. Уважаемые приглашенные, друзья, Тыңағына қағыз кирсеге бағайар қолысқытынан меқайты ғаяңгет. Мен меген өйәңгет кыйлақ көмет кәлі. Меқайты ғайбет көрілербін өйден, оны өйән, ылымыд жамыр барға мақталбын тереден.